Концертный зал филармонии был полон. Многие не могли сдержать слез. На проекторе фотографии самых близких и родных, героев, которых уже не вернуть. А со сцены звучали важные слова о боли, невосполнимой утрате и вечной памяти. Память о 201 воине увековечена. Книга памяти Республики Тыва напечатана, и теперь экземпляры в руках у родственников военнослужащих. 장스पर 같은 аккундин поду азату май тоста төртүнөн божады безин мадран жагашты подунун күзели биле шут ини каттыр бишип тургаштын тускайлаттыган шерге операциясына чори баргаш черби 3 жылда чок болгон. По проектни үндүрүп Роланда Сергеевна суларга канжар да жок өрүп четтип турарсыздар бизимди маадырларнын ады кеземингөдө чуба биздин чүрөктөр искебес номга аттыкпан жалды үндүрүп проектини эгелек бан командага база луле шу четтирген излер эттирсиз. Желанные книги дошли до своих адресатов. Каждый с вниманием перелистывал страницы в поисках своего героя, где имя, очерк, фотография стали живым свидетельством мужества и героизма. Мы с нетерпением ждали эту книгу. Это мой родной племянник Бамба Дугер Орланович. Он кадровый офицер, служил и погиб 13 июня 23 года. Как только семья Орланы Андар узнала о проекте, сразу же приняли решение участвовать, чтобы сохранить память о герое для следующих поколений. Эртен билин харамданбайн. Уйгуду шок. Тайын жөнүнгө туржуп тураш. Над написанием книги памяти работали профессиональные журналисты, и каждая биография – это частичка души журналиста, вложенная в материал. Авторы очерков погружались в жизнь героя от детства до смерти, переживали горе снова вместе с семьями. Это было тяжело, потому что мы вместе с родными плакали, мы переживали. Когда я работала над очерками, в какие-то тяжелые моменты я бросала все. Я останавливала мышку, я закрывала ноутбук, я говорила себе все. На этом я дальше не могу продолжить. Потом на следующий день заново возвращалась к статье и продолжала писать. Айдыс Сундуй написала 27 очерков, работая над второй книгой памяти. И как бы это ни было тяжело, журналисты вносят свой посильный вклад в общее дело, сохраняя память о героях своим пером. От лица команды, от своего лица я хотела бы выразить огромную благодарность, прежде всего, конечно, родственникам погибших воинов, чьи имена вошли в данную книгу. Потому что если бы не их финансовая поддержка, эта книга в свет бы в ближайшее время не вышла. Поэтому огромное им спасибо. На торжественной части отметили вклад каждого, кто помог реализовать проект. Это журналисты, СМИ, волонтеры, Фонд «Защитники Отечества», Национальный архив, Народный фронт и каждый участник команды проекта «Подвиги сынов Тувы. Вечная память». Мария Стручкова, Далана Тумат, Денис Мунгуш, 108 канал.